neticeleri yakınlarımızga faydalı bulur hem bizden aşağı Hristos turunda tanıklığı bilerek tecrübeler edip ümit edelim. Allah şuşu bizden dili cihlışı bizden beklesin de üz devletin bizge indirsin de. Братья и сестры, я приветствую вас всех, собравшихся сюда, под покров храма святого апостола Фомы. Примите мои искренние пожелания здоровья и благоденствия. Я надеюсь, что результаты нашего общего дела будут полезны нашим ближним, и свидетельство о Христе через нас еще более будет распространяться. Да благословит Господь наше собрание, и да не спошлет Он нам свою благодать. Тему моего краткого сообщения можно было бы назвать «Следы библейского мирозрения в тюркских языках». Я бы хотел указать здесь на некоторые лексические понятия в современном татарском языке, которые, на мой взгляд, несут в себе определенный богословский смысл. Итак, первое слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это глагол «ярату». Первое значение глагола «творить», второе значение «любить». Но ведь это прямое указание на Бога Творца, который есть любовь. Значит, по мысли архаичного сознания древнего тюрка, по-настоящему творить можно только то, что ты заранее любишь. Но просто удивительно, как за много веков до боговоплощения, до новозаветного откровения о том, в чем преимущественно выражается природа божества, на уровне интуиции ум человека приходит к мысли о глубинной онтологической связи между двумя действиями – творением и любовью. Творец любит свое творение. Это верно по отношению к Богу. Это имеет место, когда человек, образ Божий, занимается истинной творческой деятельностью по воле Божьей. Когда Адам давал имена животным, это с его стороны было творчеством. Как царь, поставленный к всевидимым творениям, Адам, подражая Творцу, относился с любовью к веренному под его начало созданию. Именно любовь к живому существу позволяла Адаму проникнуть в его суть и тем самым дать ему имя. Опять мы видим эту связь между любовью и творчеством. И в первом послании апостола Павла Коринфянам, в 13 главе, подробно раскрывается связь между любовью, которая никогда не перестает, и совершенным познанием, которое, в свою очередь, является необходимым условием для истинного творчества. Второе слово, которое я предлагаю рассмотреть, это глагол «кичерю». Данный глагол имеет три основных значения. Первое – перевозить, переправлять что-либо. Второе – переживать, переносить, претерпевать в страдательном значении. И третье значение – прощать. То есть для тюркоязычного сознания простить значит претерпеть какое-либо страдание, перетерпеть его, пережить, перенести, не дать себе возмутиться, разгневаться, не подвигнуться к отобщению. Когда тюрок просит прощения, это звучит как кичер, то это можно понять так. Перенеси, претерпи эту боль, которую я тебе нанес. Не отдавай мне ее обратно. Словом, переправь ее на себе. Евангельская заповедь «Прощайте, прощения будете» приобретает в свете сказанного дополнительный смысловой оттенок. Бог будет терпеть, сносить наши грехи, если мы терпим, сносим согрешения ближних наших. Далее давайте рассмотрим слово «алма». Это существительное в переводе с татарского означает «яблоко». Какое отношение это может иметь в Библии? Вспомним историю грехопадения. Вкушение первыми людьми запретного плода. Есть несколько версий о том, какое дерево служило древом познания добра и зла. Одни говорят, что это была смоковница, другие, что это был виноград. Есть также мнение, что запретный плод представлял собой яблоко. Обычно на картинах, изображающих этот библейский сюжет, рисуют именно яблоню, с висящим на ней яблоком. Кстати, на всем Ближнем Востоке у арабов бытует стойкое убеждение, что запретным плодом было именно яблоко. Отсюда наблюдается некоторая неприязнь к этому плоду, на базарах стараются им не торговать. И здесь, в связи с возможной этимологией тюркского слова «алма», мы находим косвенное подтверждение, что запретным плодом было все же яблоко. Дело в том, что происхождение этого слова можно вывести из отрицательного императива единственного числа глагола «алу», основное значение которого «брать». «Не бери» по-татарски будет «алма». Как видим, эти два слова почти что совпадают, отличие только в ударении, которое падает на разные слоги. И правда, некоторые тюрки произносят это слово с ударением на последний слог, так что произношение обоих слов полностью совпадает.
Заповедь Божию не вкушать от древа познания на уровне краткого определения можно выразить одним словом. Не бери, не срывай. Алма. В самом наименовании плода алма звучит напоминание заповеди. И кто знает, может быть, в той самой первичной речи, которая звучала в раю, на которой общались все люди вплоть до вавилонского столпотворения, наблюдалось то же самое явление. В самом наименовании запретного плода, трудно сказать, до или уже после грехопадения, звучало напоминание заповеди. Той самой заповеди, которую первые люди, увы, не смогли сохранить. И можно предположить, что в понятийном аппарате человеческого сознания сохранилась память об этом словесном феномене, что и отразилось в одном из языков, в частности тюркского. Необходимо признать, что тот факт, что языки могут хранить в себе память о древнем. И следующее слово, которое мы попытаемся проанализировать с точки зрения Священного Писания, это существительное хаин или хаин. И вам ничто не напоминает это слово? Очень похоже на библейское Каин. Но почему здесь должно быть соответствие? Ведь Каин – имя собственное, а слово хаин в татарском языке именно нарицательное. Нам это станет понятным, когда мы узнаем значение этого слова. Оно весьма значительное. Изменник, предатель. Из библейской истории Каина и Авеля мы узнаем о первом преступлении в истории падшего человечества – убийстве Авеля Каином. Потом будет пролито много человеческой крови, но это преступление навсегда останется в памяти человечества по своему исключительному значению. Итак, поставим вопрос: кого предал Каин, убив Авеля? Родителей, брата? Прямо так не скажешь, может быть их, если понимать нравственные отношения. Предавать значит переходить на сторону врага. История преступления Каина начинается с жертвоприношения. В этот момент Каин, хотя бы по формальному признаку, был верным Богу. Он приносит ему жертву. Само по себе это деяние было угодным Господу. Жертву Каина Бог не принял, объяснил ему почему и что ему нужно делать. Если бы Каин оставался верным Богу, он бы его послушался. Но он его не слушает. Хитростью обманет брата в поле и там убивает его. Тогда кого слушает Каин? И в первом послании апостола на Богослова мы читаем: «Ибо таково благословение, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и заклал брата своего». А за что заклал его? За то, что дела его были лукавы, а дела брата его праведные. Заметим, что текст переводится в соответствии с греческим и церковнославянским текстом. Синодальный текст в некоторых моментах отличается. Итак, из слов апостола мы узнаем, что Каин был от лукавого, то есть от дьявола, который есть сатана, враг Бога. Далее Каин не просто убил Авеля, он его заклал, то есть принес в жертву, опять же лукавым. И, наконец, причина, по которой Каин заклал Авеля. Дела Каина были лукавы, а дела брата его праведны. Исходя из всего сказанного, можем утверждать, что Каин вполне предался на сторону врага, тем самым соделался предателем и изменником в отношении к Богу. Каин окончательно подтверждает, что он на стороне лукавого, когда на вопрос: «Где Авель, брат твой?», нагло лжет следующему Богу, что не знает, где брат его. И интересно, что по толкованию святых отцов, как Авель есть прообраз Христа, невинно пострадавшего, так и Каин есть прообраз предателя Иуды, который также вполне предался сатане. Остается только удивляться, как в тюркских языках на уровне значения слова сохранилось такое совершенно библейское понимание сути события священной истории, которое мы знаем как преступление Каина. Имя собственное стало именем нарицательным, с таким говорящим значением. Это многого стоит. Видимо, на протяжении многих поколений сынов человеческих сохранялась историческая память об этом эпизоде священной истории, впоследствии записанном пророком Моисеем в книге Бытия, что и отразилось на уровне лексического значения слова некоторых народов, в данном случае тюркских. Вполне возможно, подобное слово с таким же значением существует в семитских и иранских языках. Я не стану здесь утверждать исключительность тюркского языка, по той причине, что не обладает всей полнотой информации. При всей разности у этих трех языковых групп много общих терминов. И при желании это можно проверить, справившись по словарям. И последнее слово, значит, которое я хотел бы, на чем бы я хотел остановиться, это разбор, скажем так, тюркославянского слова «язык». Слово «язык» есть и в славянском, и в тюркском языке, только значения этого слова в каждом языке свои. Они, эти значения, не совпадают. Тем не менее, как мне кажется, с точки зрения
библейского мировоззрения, между ними есть определенная связь. Славянское слово «язык», первое, означает физический орган говорения, второе, язык общения, как один из многих языков, и третье, народ, этнос. Тюркское слово «язык» имеет значение грех, вина. Какая здесь связь? Как нам известно из Библии, языки как средство общения явились как следствие вавилонской стройки. До этого речь на всей земле была одна. Грех или вина строителей Вавилона, забывших о Боге, привел к тому, что человечество утратило эту первичную речь, на которой общались все люди. Чтобы остановить это богоборческое движение, то есть строительство Вавилонской башни, Господь смешал язык людей, и явились языки или народы, многие. Человечество утратило первичную речь. Каждый народ получил свой удел язык и пределы обитания. Таким образом, Господь рассеял людей по всей земле. Память об этом событии сохранилась в термине «язык», если его рассматривать с точки зрения двух смыслов, существующих в двух языках, происшедших в результате этого события. Грех, вина, по-тюркски язык строителей Вавилона привел к тому, что человечество разделилось на народы, по-славянски языки, и каждый народ получил свой в славянском значении слова «язык». Благодарю за внимание. Спасибо. Рахмат.